телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». Здравствуйте, на календаре вторник, 4 октября, в студии Екатерина Данилова. 1 380 000 рублей. Такую сумму меньше, чем за неделю собрали неравнодушные жители Чувашии на помощь мобилизованным. Сейчас им необходимо зимнее обмундирование, различные бытовые предметы. Часть средств на приобретение экипировки уже выделена из резервного фонда республики. Свою помощь также предлагают предприятия Чувашии, предприниматели. Не остаются в стороне жители региона. Много тех, кто переводит по 2-3 тысячи рублей, а кто-то и по 25 тысяч. Все эти средства попадают на специальный счет фонда «Перле». Свой вклад в помощь военнослужащим решил внести и Олег Николаев. Я принял решение, недельную заработную плату я тоже направляю на этот специальный счет, который открыт в фонде «Перле». К слову, поддерживать тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции на Украине, можно не только рублем. Для поднятия боевого духа военнослужащих в Чувашском национальном музее стартовала акция «Подари платок солдату». Принять в ней участие может каждый. Для этого понадобится ткань или готовый платок размером 20 на 20 сантиметров, нитки, иголка и эскиз. Кстати, рисунок и техника работы не имеют значения. Главное – создавать изделия с чистым сердцем, говорят в музее. А как же передать платочек бойцам? Вышитый привет с родины необходимо принести в музей чувашской вышивки до 30 октября. Затем презенты отправят участникам специальной военной операции. А теперь новость для многодетных мам и пап. Правительство страны продлило программу поддержки семей с 3 и более детьми, которые выплачивают ипотеку. Напомню, на погашение кредита многодетные семьи могут получить от государства 450 000 рублей. Но есть одно условие. Третий и последующий ребенок должен родиться в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023. Ранее этот срок ограничивался этим годом. Также увеличивается и время заключения кредитного договора до 1 июля 2024 года. Чебоксарскому экономико-технологическому колледжу исполнилось 60 лет. Праздничный вечер прошел во Дворце культуры имени Петра Хузангая. Перед входом в ДК развернулось целое представление. Студенты факультета «Пожарная безопасность» провели своего рода мастер-класс, показав, чему научились почти за 4 года. Сегодня в колледже образование получают более 2000 ребят. Студенты осваивают 13 специальностей и 3 рабочие профессии. А свои скиллы прокачивают в современных мастерских. Практические занятия проходят на высоком уровне, то есть все оборудование у нас есть, колледж этим все обеспечивает, и техника безопасности на уровне. По традиции в этот вечер вручили награды тем студентам, которые достигли высоких результатов в учебе, чествовали и преподавателей. Что вы делаете с излишками урожая? Такой опрос запустили на одном из популярных региональных форумов. Большинство проголосовало за вариант «раздаю родственникам». Если после снабжения родных овощи и фрукты у вас еще остались и деть их некуда, предлагаем поделиться урожаем с обитателями зоопарка в Ельниковской роще. Питомцы с удовольствием ими полакомятся. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».